Всем привет! Это абсолютно новые башкирские каникулы. Программа для тех, кто выбирает путешествие по Башкортостану. И этот выпуск посвящен нашему любимому. Здравствуйте, могучие горы! Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. Мое путешествие по могучим горам начинается здесь, в селе Атнурок. Там гора Малиновая, куда в том году ходил Дима. Я повторять за ним маршруты не буду, выбрала себе другой. А остановиться я решила здесь. Турбаза горы. Большой, красивый, солидный дом в стиле шале. Выглядит он, конечно, могучим, как и горы. Ну что, посмотрим, что внутри? Ух ты, вот этот домик. Сколько дерева. Медведи даже на кухонном гарнитуре. Олени. Привет, зверек. Ой, жутко, но красиво. Так, что у нас здесь? Так, здесь у нас баня. Сюда мы придем вечером. Есть второй этаж. Ну, красота, конечно, тут и дышится просто. Ай. Столько коряк в художественной обработке. Кто бы мог подумать, что это можно так красиво все стилизовать. Так, спальня. И еще одна спальня, причем дом на большую компанию. Балкон, пожалуйста, с видом на реку Нура. Так, большая кровать. О, ну тут это прям апартаменты Бабы-Яги. Слушайте, страшно, страшно красиво. Ну вот здесь я и буду отдыхать. Ну а пока надо двигаться в горы. И куда я пойду, я уже придумала. Предлагаю вам пройти со мной. Для своего маршрута я выбрала хребет Елангаз. Уверена, Дима пошел на Иремель. Ну, он любит экстремальные походы, изнурительные. А мне надо было, чтобы маршрут был комфортный, вот с такими шикарными пейзажами, видами. Говорят, что даже с детьми можно подняться на хребет. Ну, вообще, я ни разу не была, но вот мы сейчас спросим у ребят, которых я сейчас вижу. Здравствуйте! Утомленные походом туристы посмеялись над моим внешним видом, сказав, что я однозначно испачкаюсь. Ну ладно, я постараюсь, конечно, дойти до цели. Спасибо вам огромное. Удачи вам. И вам счастливо добраться до дома. Четыре часа. Нет, я, конечно, знала, что мне надо будет так хорошо пройтись до самого хребта. Но 4 часа, это мне еще надо подняться, вернуться. Я не боюсь испытаний, все будет хорошо. Елангаз – красивый хребет на Южном Урале, высотой 1297 метров, а виды с его вершины, как говорят, самые живописные. О, какие люди! Здрасте, Башкирские Жень. каникулы! Они самые! Альбина, 100 лет, 100 зим! Как дела? Куда собралась? Хорошо, вот хотим показать зрителям хребет Елангаз, но говорят, идти туда 4 часа. Ну,
Можно и 5, и 6 пройти. Почему? Ну, как идти будешь? А, то есть я еще медленно иду, да? Ну, наверное, не знаю, А как вы будешь куда? себя вести. Тоже на Илангас? С нами? Возьмете? Конечно. Конечно, я с вами, так же быстрее. Ну, конечно. Ну все, иду с вами. Отлично. Оба. Давай скорее. Вот теперь с ветерком. Да. По коням. Готово? Готово. Вперед. Поехали. Могучие горы, вершины которых цепляют облака. Пьянящий аромат горных трав и непокоренные дороги. Путь полный непредсказуемости. Местами экстремальный, весьма утомительный, но желание дойти до вершины только усиливается. Лес, тишина, птички поют. Полпути уже пройдено. Не знаю, в каком качестве меня ждут остальные половины пути. Будем надеяться на лучшее. Но уже вот этот привал стоил того, чтобы до сюда доехать. Потому что такая тишина. Так хорошо. Местные ребята знают толк в растениях и раскрывают туристам новые вкусы. Альбина, что собрала? Мята лесная, смотри какая ароматная. Мне кислянка. А что это такое? Трава кислая. Трава кислая? Ну это хорошо, а что с ней делать? Кушать? Кушать как? Мастер-класс мне теперь Просто очищаешь и ешь. от веточек. Да? А кожурку не надо счищать? Этого достаточно, она молодая. Вот это вот не надо, да? Ну, можно слегка. Ну как? Кисло. Правду говорят. Кисленькая. На пути к хребту Илангас много интересных, красивых мест. Но вот такое чудо я даже не планировала встретить. Старый пень. Дерево, видимо, было очень большое. Его уже давным-давно спилили, и на нем выросла рябина. 5 стволов у рябины. И нам даже удалось застать период его цветения. Ну чудо, чудо не иначе. Чудеса вокруг нас, и видеть их способен каждый. Важно лишь приглядеться. Путь на хребет Илангас оказался не таким простым. Дождями размыло дороги, а каменные препятствия удлинили путь. Но мы прошли. Ну вот, Альбина, мы и приехали. Тебе туда, а нас еще ждут великие дела. Класс. Журавлиное болото, Спасибо большое, Женя, Юнзерские зубчатки. что докинули, Пожалуйста, что доставили на место. Ну, пошла покорять хребет. Всего доброго. Спасибо. Счастливого пути. Спасибо. Пока. До самой вершины идти уже недолго. Вполне удобная тропа, не требующая усилий на подъем. К слову, Илангас переводится с башкирского как «Лысая гора». Название горе дали из-за оголенных, безлесых участков, которые видны со стороны. Добро пожаловать на наше лобное место. Шикарно, шикарно, красиво. Ну, кстати, креселко-то я держу свободным специально для вас, мой сир. Тропа, конечно, не самая простая. Хотя, если быть осторожным и внимательным, ничего страшного и нет. Но вот ощущение усталости, вот это вот сбившееся дыхание восстанавливается, когда ты видишь необычайные виды. И они, знаете, так быстро сменяются. То это растения, то это огромные камни,
что деревья, как из старых русских сказок. В общем, волшебство завораживает. Ого, вот это да! Вот это того стоило! Так и хочется вот прям громко прокричать. Эй-хей-хей! Перед глазами предстают далекие хребты Инзерские зубчатки, могучий Иремель и загадочный Ямантау, горы Кирель, Малиновая и Машак. Вот на таком пике я еще никогда не стояла. У подножья раскинулся красивый лес, каменные завалы, заросшие мхом, и множество цветов с медовым ароматом. Это какое-то невероятное место, где ты сидишь наедине с собой, слушаешь только тишину, птичек. И все, что там внизу, это такая мирская суета. Каждый живущий в Башкортостане, и я в этом абсолютно уверен, должен хотя бы раз в жизни побывать на горе Иремель. Этим мы сегодня и займемся. Итак, Белорецкий район, деревня Николаевка, откуда и начинается наш сказочный путь. Встречает путника совсем свежий туристско-информационный центр с обилием всевозможных сувениров, и где-то рядом должна быть и знаменитая хозяйка. Добрый день, чем помочь? Здрасте, меня зовут Дмитрий. Ирина, очень Ирина, приятно. очень приятно. Ирина, вы знаете, у меня большая мечта подняться на гору Иремель. Ну, правильный выбор, что ты приехал в Николаевку, потому что лучшие маршруты, лучшие виды как раз у нас отсюда. Дим, может, кофе как раз я тебе расскажу? Дим, Да, давай, с удовольствием. начнем с этого. С удовольствием. Смотри, история такая. Мы с тобой сейчас находимся вот здесь, в Николаевке. Иремель находится на территории природного парка. То есть мы от Николаевки доедем до КП «Овняр». Это как раз граница природного парка, контрольно-пропускной пункт. Там мы оформимся и дальше будем двигаться уже по территории природного парка до стоянки «Изба» примерно 12-14 километров. Самое классное, что с этой стороны, когда мы будем подниматься на Иремель, тебе гарантирую самые лучшие виды. Ну давай тогда по кофейку и алга. Вперед! Расстояние от Николаевки до Иремеля составляет примерно 25 километров. И логично, что часть пути большинство преодолевает на удивительной внедорожной технике, в данном случае на буханке. Рин, ну ты, прости меня, первый водитель в истории нашей программы женского пола, который управляет вот этим. Слушай, ну сложно, наверное. Конечно, сложно. На самом деле мы не загадываем. Когда доедем, тогда доедем, потому что дорога сложная. В общем, Вот я люблю такие воодушевляющие слова. Мы не загадываем. Ну что, поехали? поехали. Существует несколько троп для подъема на Иремель. На каждой большинство туристов преодолевает часть пути на внедорожном транспорте. Это сильно экономит время светового дня. Да и будем откровенны, иная техника здесь будет бессильна. Впрочем, вы все видите сами. Ирина, как ты здесь ездишь, ребята? Ну это... Ну, мне самой тоже страшно, все нормально. Да, ну конечно, буханка — это чудо техники. Обалдеть. Рин, я правильно понимаю, что это контрольно-пропускной пункт?
Да, это контрольно-пропускной пункт природного парка Иремель. Здесь мы обязательно останавливаемся и идем к инспектору. Мы должны купить билет. Нам говорят инструкцию по технике безопасности, отмечаемся в журнале, получаем билет и вперед. Процедурой пренебрегать не стоит. Билет действует на один раз. Угу. Слушайте, ну его же можно сохранить и на долгую добрую память. Ну, можно. Так многие делают. Сохраняют. В общем, друзья, мы добрались до стоянки, с которой нужно идти пешком. Проехали, Рин, если я правильно понимаю, 16,5 километров от Николаевки. Да, совершенно верно. И нам идти 7,5 километров пешком. Да. Ну, путь-то непростой ведь? Путь непростой, с учетом того, что он идет по пересеченной местности с постоянным набором высоты. То есть 7,5 километров, меньше, чем за 3 часа, ну, там вряд ли мы пройдем. Лично я люблю Уральские горы за прекрасные, буквально сказочные леса, которые являются неотъемлемой частью живописного пути. В данном случае на Иремель. На всякий случай надо предупреждать медведя о том, что царь леса в лесу. Эй! Все, он предупрежден. Я медведя так предупреждаю. Сохраним травинку. Он точно меня услышал. Я так не смогу. Опытный турист знает, что даже те тропы, которые облюбовал человек, может посетить и косолапый. Встреча с которым всегда непредсказуема, поэтому стараемся идти громко. Слушай, а это такая первая стоянка, наверное, да? Да, первая стоянка. Каждые 2-3 километра будет такая стоянка. Надо желательно на них останавливаться, чтобы передохнуть. Везде родники с питьевой водой. А здесь родник где? Идем покажем. Идем. И, кстати, мы прошли, вот я сейчас смотрю по трекеру, где-то 2,5 километра. Слушай, ну это самые легкие 2,5 километра, пусть они не обманывают, мы только начинаем набирать высоту. Так, бомбическое, говорите? Вообще очень. Особенно, знаешь, в жару, когда идешь в гору, прям прохладная вода сразу. Слушайте, а вкусная вода на самом деле? Да. Ирина, а здесь интересно, у источников есть какие-нибудь названия? Слушай, вот есть источник, который у нас на кромке леса, когда мы выходить будем. Это исток реки Синяк. То есть родник, который потом, вот речка Синяк, мы переезжали ее. Ага. А вот эти, скорее всего, безымянные все. Ну, безымянные неправильно? Давай назовем прямо сейчас, да, башкирские каникулы, мне нравится. Или слишком тривиально? Это очень оригинально, я бы сказал. Давайте вот первый родник на расстоянии 2,5 километра от стоянки. Будет называться «Башкирские каникулы». Мы прямо сейчас можем на Мапсми нанести, либо присвоить название. Это уже сложные какие для меня слова. Ну ладно, давайте сделаем, хорошо. Классно, Валя. Слушай, Ирина, а это что за вершина такая? Это мы как раз всю дорогу от стоянки Эсба идем вдоль Гром. Гром! Так, от стоянки Эсба? Вдоль хребта Синяк. Это у нас как раз вершина Синяка. Чуть дальше, метров 200-300 по тропе будет красный флажок, где как раз это начало тропы на Синяк. Синяк 1123 высота, тропа помаркирована. Да, очень красивая вершина, классный вид на Иремель. В общем, тоже рекомендую, когда есть запас по времени, или вы были на Иремеле, Синяк – это, короче, следующий вариант. Слушай, а с какой вероятностью у нас на вершине Иремеля шандарахнет молния? Я бы не хотела оказаться на вершине Иремеля в грозу. Вот, ну, слушай, 50 на 50, как с динозавром. Спасибо большое. Спасибо. Обращайтесь. Спасибо. Гора Синяк прекрасна и сама по себе, а еще и тем, что с нее открываются замечательные виды и на исполин Иремеля, и другие прекрасные вершины Южного Урала. Что за дорога такая деревянная? Слушай, я тебе больше скажу. Здесь почти километр 960 метров деревянной тропы. Это место заболоченное. И вот сейчас дальше пройдем, там будет видно, что со всех сторон болото. И когда туристы шли, они вытаптывали. И вытаптывали вот буквально от елок до елок еще 3 года назад. Вот здесь вот это все было грязь. Кроме шуток, вот вы пока отдыхаете, да,
Тут же, просто Вот. песня. Ну, Рин, ну вот В этом абсолютное преимущество именно этой тропы со стороны Николаевки. Да? То есть, если с другой стороны, когда поднимаемся на Ремель, мы идем по тайге, потом раз, внезапно перед тобой уже Курумник, и мы героически штурмуем гору. И виды только потом открываются. А здесь мы пожалуйста. вышли из леса. Пожалуйста, у нас вот здесь вот красота. Сейчас мы пройдем к лесу, там будет ветрозащитный пункт, там можно передохнуть. Название ветрозащитного пункта говорит само за себя. Погода в этих местах крайне непредсказуема, поэтому появление этого уютного строения – важный элемент комфорта в пути. так, Рин, начинается самое интересное, да? Ну и самое красивое, наверное, на самом деле. Куром. Еще нет. Еще не тот куром, Да. который нам нужен, он будет дальше, но... Мы вышли из леса, и теперь будем вот как раз по субальпийским лугам подниматься к перегибу и уже дальше на Курум, на Еремель. Ну, здесь очень красиво. Субальпийские луга. Устойчивый термин. Просто посмотрите на открывающуюся красоту. Рин. Что, Дим? Где Еремель? Еще немножко, Дим, чуть-чуть. Смотри, вот мы поднялись на перегиб, туда у нас на Телюк уходит дорога. Вот смотри, вот чуть-чуть доходим до камешков, Так. потом чуть-чуть по камешкам, потом поднялись, и там еще чуть-чуть совсем, и Еремель. Она мне это 8 километров назад говорила. И вот это вот самая характерная черта Еремеля, когда весь путь солнышко, жарко, идеальная погода, только поднимешься, дождь, туман. Слушай, потом туристы, знаешь ли, говорят, гора не пускает. Гора- Да, или кто-то у вас здесь грешный. Слушайте, у нас оператор гора не пускает, но он все равно идет. Ему тяжело, но вот он идет же. Ну, это здесь всего лишь история вероятности, ничего кроме этого. Ладно, пойдемте преодолевать вот эти все превратности судьбы Еремеля. Да? Пойдемте. Да, действительно, дойти до Курумной вершины непросто, и да, многие так и не доходят до конца. Причины тому могут быть усталость, непогода, да что угодно. Но знайте, в хорошую погоду с горы открывается потрясающий Южный Урал, усеянный курумными полянами и дремучими лесами. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь. С горой тебя, Дим. Спасибо, тебя тоже. Слушай, ну а знаешь, на самом деле мы говорим, когда окрестные горы, там Аваляк, Жеребчик, Синяк, и только Еремель мы называем просто гора. Серьезно? Да. Все сразу понимают, я на гору, значит, на Еремель. Я знаешь, вот что балдею, когда мы с тобой шли через Николаевку. Тут даже самое главное не подняться на Еремель, а увидеть виды, которые открываются по пути. Да. Вот это вот вся волшебная красота. В общем, история такая непростая. Подъем на Еремель через
Николаевку. Непростая, но нужная. Сейчас пора отдыхать. Дом 61. О, спина. Дом 61. Смотрите, какие цвета модные. Трендовые. Кажется, цвет называется Тиффани. Пойдем? Ух ты! Здрасте. Слушайте, такой отчетливый, знаете, запах дерева. Приятно. Столовая, большой стол на большую компанию. Здесь кровать, картины с видами, ну, где-то Республики Башкортостан. Очень красиво. Массивно. Так, здесь у нас кухонька. Кухонька, варочная поверхность, чайник, все необходимые столовые приборы, холодильник, микроволновка. Ну, так уютненько. Здесь, наверное, санузел. Так, да, санузел. Душевая. Все, что необходимо. Хорошо. Хорошо. Так. О, это спальня с большой кроватью и с обалденным видом, я вам скажу. Слушайте, классный дом. Такой уютный, за абсолютно адекватные деньги. И вот это место под потолком спальни есть еще вон там. Видите, еще одна лесенка. В общем, классно, сон будет волшебный. Я думаю, это скажет любой, кто вот только спустился с Еремеля, нет сил. Раздеться же надо. Ладно, все. Добрый вечер. Привет, привет. Ну как там твои могучие горы? Забралась? А разве были сомнения? Говорят, что мое имя расшифровывается в том числе как покорительница гор. Мощно. А знаешь, как мое расшифровывается? Как? Не придумал. Доброй ночи. Спокойной ночи. Белорецкое летнее утро располагает к новым путешествиям и изучению великолепия местных ландшафтов, разнообразных по красоте и масштабов, обогретых лучами солнца и обвеянных горными ветрами. Белорецкий район изобилует горными реками с ледяной водой и быстрым течением. Рыбалка в горной реке для меня первый опыт, но я думаю, что что-нибудь получится. Главное сделать все красиво. Так. Ай! Ловись, рыбка большая, маленькая, худая, толстая. Главное, чтобы ты ела хлеб. Единственное, знаете, минус подобного вида рыбалки – это не присесть. А стоять, видимо, придется долго. Охлаждаем ножки после вчерашней интенсивной прогулки на хребет Ялангас. Вчера, кстати, очень хотелось в воде постоять. Что-то, мне кажется, у меня застрял. Нет, это рыба! Вот она, вот она, вот она,
тяжело. Ай! Она такая скользкая. Идем, я тебя подарю нашему оператору. Все, желание буду загадывать. Пошла, пошла. Свежезаваренный кофе от Рины Гринберг, могучий Иремель на горизонте и пара наглых котов-близнецов. Это мое утро. У туристско-информационного центра интересные движения. Аутентичная местная жительница занимается пряжей. Нужно посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Меня зовут Неля. Неля. Это же пряжа все называется. Я как в детстве вернулся, знаете. Мне нянейка тоже садила, вот мне рядом с собой. Смотри, говорит, смотри, чем ты будешь зарабатывать на жизнь в будущем. И вот как-то и не получилось. Сложно? Ну, на первый взгляд, кажется легко. У кого-то сразу получается, у кого-то нет. Ну, конечно, но если потренироваться, то это очень интересное, увлекательное занятие. Да, послушайте, вот это вот вы сейчас делаете пряжу для того, чтобы затем можно было связать носки, например. Носки, варежки, свитер можно, шарфики. Так, я, конечно, вязать все это не буду, потому что, ну, уже как бы мне много лет, откровенно говоря. Я примерно столько же, сколько и вы. Вот живете в Николаевке, живу в Уфе. А можно я попробую? Давайте. Так, что нужно делать здесь? Так, сначала нужно присесть. Так, это самое простое, конечно. Да. Конечно, как и в любом другом деле, здесь необходимо талант, усердие и, ключевое, набитая рука. С первого раза сделать из шерсти пряжу своими руками сможет 0,00001% населения. Я в это число, очевидно, не вхожу. Неля, давайте поговорим про Иремель. Мы вчера поднимались. Местные туда ходят вообще, нет? Ходят, но очень редко. Почему? Есть тут жители, проживающие здесь много лет, но еще ни разу не были на почему? Иремеле. Это же классно туда сходить. Вы что? Даже не знаю, не могу сказать. Но я сама лично 8 раз была. 8 раз. В последний раз сколько лет назад? Да, позапрошлом году. Остальные 7 раз летом. Нас отец возил на лошади. Мы всей семьей ездили и поднимались на гору. А вот то, что туристы приезжают сюда, это хорошо или плохо? Вы как Конечно, вообще хорошо. Я отношусь положительно. Деревня ожила. Но мы сейчас всем рекомендуем, чтобы люди приезжали в Николаевку, именно отсюда поднимались на Иремель. Я тоже всем так советую. А знаете почему? Потому что, это я вам честно скажу, много чего видел, но такой красоты, как здесь, вот когда поднимаешься, не видел никогда. А мы на БСТ людей не обманываем. Это наш принцип. Горы в Белорецком районе настолько могучие, что они перетекают в реки. В каменные реки. Откуда? Откуда появились огромные камни примерно одного размера в таком количестве? Это разрушенная гора? Проделки инопланетных существ? Фантазировать можно долго, но все же в них есть какая-то загадка. Это, конечно, что-то с чем-то. Знаете, самое главное, они не шатаются. От этого ступаешь более уверенно. Хотя какой уверенности тут может идти речь? Когда такое под ногами? Камни невозможно сдвинуть, они будто намертво вросли в землю. Ходить по ним можно, хотя не так-то просто. На самом деле каменная река – это не открытие. Для многих оно знакомо еще с фильмов «Вечный зов» и «Большая экспедиция». Именно здесь снимались те самые эпичные кадры. Теперь оно доступно для туристов. Можно сюда приезжать, в Белорецкий район, и спокойно его посетить, погулять, посмотреть совершенно бесплатно, между прочим.
О, привет, Альбин. Ну давай рассказывай, как твои каникулы? Ой, замечательно. Я в полной мере ощутила, что значит могучие горы. Поднялась на вершину хребта Илангаз и даже рыбачила в горной реке. А что поймала? Ну, карпа. Ну, карпа не водится в горных реках. Ну и что? Я поймала. А ты как отдохнул? Как я мог отдохнуть? Я вновь забрался на Великий Иремель. Получил колоссальное удовольствие. Но самое главное, Альбин, давай выясним, сколько денег ты потратила на свое путешествие. Ну, я потратила 20 тысяч, потому что я жила в большом красивом доме. Молодец. А ты? А я потратил 16 500 рублей. И знаешь, я готов предложить тебе новое задание. Придумал уже, да? Конечно. Держи. Я давно хочу себе новые вязаные носки. Что это? Носки? Носки. Боже мой. Что такая нитка-то? Неравномерная. Сам, что ли, прял? Сам, а кто еще? Жду носки, дорогие друзья. Это были башкирские каникулы. Пока-пока.